Горнякам Воркуты посвятили настольную игру «Шахтерская слава». Презентация состоялась в Мурманском областном краеведческом музее в рамках первого фестиваля музеев Арктики Museum Crossing Arctic World. Пособие рассказывает о периоде освоения Печорского угольного бассейна, который внес значительный вклад, в том числе и в достижение победы в Великой Отечественной войне. Ксения Лосева продолжит. Великая Отечественная война послужила мощным толчком для развития города за полярным кругом. После оккупации Донбасса и временного выпадения его из системы угледобычи в СССР вся нагрузка, а вместе с ней и ответственность легли на строителей и горняков Печорского угольного бассейна. Подвести свою страну они не могли, а потому тут же встали на защиту Родины, в тылу. За годы войны в эксплуатацию было введено 10 шахт. Если бы не было геологии, вообще бы Воркуты не было, как таковой. Так ли? Так. Потому что Чернов профессор, а сын его месторождение открыл на руднике, первый пласт. Вот. Это было в 30-м году. А потом в 31-м заложили первую скважину, пробурили. Стремительно возросли и темпы добычи. В 1941-м было добыто 309 тысяч тонн угля, а в победном 45-м – 2 миллиона 907 тысяч. Учителя, инженеры, врачи, даже школьники старших классов. Каждый помогал, чем мог. Комсомолка того времени Ванда Модестовна Барсукова даже сформировала призыв: «Девушки Воркуты, спускайтесь в забой». Женщины взяли на себя обязательство отработать в шахтах не менее 10 часов во внеурочное время. Если мы говорим про орудия труда, то это были обушок, кирка, отбойный молоток. И вот такими незамысловатыми орудиями труда как раз-таки и добывались те тонны угля, которые были так необходимы. В годы Великой Отечественной войны началась дружба с Ленинградом. Помимо плана, в блокадный город уголь поставлялся и сверх нормы. Всего же в город на Неве с территории Коми был отправлен 651 железнодорожный состав. Сложно представить, что было бы, не будь у нашей страны такого надежного северного тыла. К слову, самоотверженность и неиссякаемое желание жителей Коми помочь отмечали на всех уровнях. Первое награждение работников комбината «Воркутстрой» состоялось указом Президиума Верховного Совета СССР еще во время войны 15 сентября 1943 года. Медали получило более 140 человек. Награды находили своих героев и после. И вот теперь, наконец, в Воркуте официально присвоили звание города трудовой доблести. Для тех жителей, которые живут сейчас в Воркуте, для тех потомков, которые здесь живут и помнят своих предков, которые вложили в руки нашей Родины оружие, это очень свято. Мы должны помнить этих людей, и именно город Воркута, как город трудовой доблести, будет давать будущим поколениям осознание того, что люди, которые здесь жили, которые здесь трудились, они внесли свой великий вклад в дело победы. Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Пермь, Магадан. На сегодняшний день в России 44 города трудовой доблести. Теперь в почетном списке и Воркута. История города за полярным кругом – это еще одно доказательство того, что война – это не только про известные военные операции и сражения, но и про реальные судьбы обычных людей, которые трудились в тылу и делали все и даже больше, чтобы хотя бы на немного приблизить победу. Ксения Лосева, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.